Edebiyat, Medeniyet Üzeri Ayaz, sizin bilen çiratdağı uçraşunu temasın damarlar hem cimişler diye atadı. Yani dükkanı çeşitler. Ne için? Çünkü bizim halkın asırlar boyunca toplangan boy mum hazinesi var. Niçin? Çünkü bizim halk her vakitte jırladı, tınladı, kaygı hasretini tarattı, gün kuruşun ütkerdi, nazlandı, көңіл көтерді. Біріншіден. İkinciden, her buğun өзінің өз ішінде шушы мұңларына her vakit bayıta. Hazırki günde mında kompozitorlarda zor ülüş kırdı. Şunun için halkımızın canına yağımlı, canına yatışlı, көңілді көтере тұрған жырларынан hem композитор eserlerinden bugünkü programın tüzülüp. Bilgili мұң bizim halkta diknik taralgan tesirli söz. Şunlap etkende onu başka millet diline tercüme eti de ağır deyip isepteyim. Бұлай ғына қарағанда мұң кішінің içindeki hisleri, içindeki duyguları tipte atarga bular. Mine onun turunda bizim körünüklü yazıcı Ravil Feyzullin özünün Seydaş poemasında мұң turunda mine indi kupletler ili мұң turunda özünün poemasında tübendeki sözlerini bildire. Köylerimiz мұңлы. Amın нәрсе tercihlerine bulmuyor мұң sözün. Yoğaltmasqa teyиш öz ruhun, hem cuymasqa teyиш öz yüzün. Köyleri halklarının jırı ol мұң diller. Jır diller de bizde мұң diller. Tilgelese, kisse bağırlarını Tatar jırı indi şul diller. Yürek tantanasın, hizmet dersin, көңілlerinin көтерулерін, araslı indi her bir sözünde fani dünyanın var yemin. Hazır tercümesini керек болса. Напевах наших мом. Что значит мом? Никем оно не переводимо. Мом – это есть душа народа, и потерять его недопустимо. Душа народа – песни говорят. Песни говорят у нас, и мом говорят. И коль терзает она наши души, так это наши песни говорят. Песни оглашает нам фанфары жизни, дерзание труда, душевные волнения. В звуках каждого аккорда гимна реальной жизни тут той прекрасное мгновение. Қазір шушы мұңлы элеке халық жырларын фольклор есебінен мұңлы жырлар яңғырайшақ. Шулардың қолына өтеміз.
У каждого народа есть свое творчество, народное творчество. У татарского народа фольклор татарский – это прежде всего народная песня. Зонки, кускаки, городские, деревенские песни, исторические, свадебные, солдатские, эпические. Это баиты, мунаджаты. Они отражают богатую гамму человеческих чувств и переживаний. И радость, и печаль, и юмор, и лирику. А еще шире – это инструментальная музыка, игра на народных инструментах. Кубыс, курай, гармошка, гармоника, мандолина, скрипка. Мон – объединяющее начало для всего народного творчества. Это образец вековой печали татарского народа. Она передает, это труднопереводимое слово, и однозначно, какое состояние души передает нам, обозначить трудно. Это опять же разные оттенки грусти. Тоска, печаль, скорбь, грусть. Габдулла Тукай, великий татарский поэт, был большим знатоком татарской песни. Он очень любил татарскую песню, сам сочинял, собирал, изучал. И вот он по этому поводу говорил: народная песня дороже жемчугов и рубинов, никогда не тускнеющее, чистое, прозрачное зеркало народной души. Тукай учился в медресе, и он читал сам нараспев Коран. Коран читается нараспев, и поэтому свои стихи он приспосабливал к ритму вот этого распевного чтения Корана. И в тесной связи стихи его рождались вот этим с религиозным, можно сказать, песнопением. А на его стихах, на основе его стихов возникли зонки. Поэтому можно сказать, что начало зонки также начало свое берет происхождение зонки, также вот с чтения Корана. Все это было связано с религией. И не случайно зонки
появились именно на стихи Габдуллы Тукая. Это самая лучшая часть татарского фольклора. Звонки отличаются красотой, орнаментикой, когда мелодия оплетается прихотливым узором. Тут можно сказать о том, что орнаментальность, в общем-то, характерна для многих восточных народов. Проявляется это в архитектуре, особенно вот в среднеазиатской, когда здания украшались лепными украшениями, очень напоминающими кружева. Или это, например, в поэзии, витиеватость стихосложения, такие очень поэтичные сравнения. Это особенно в поэзии Ближнего Востока, вот. У арабских народов также есть. Орнаментика проявляется из каллиграфии, письменности на арабской вязью. Коран именно вот написан такой вязью. И даже не случайно появились шамаили, то есть на основе вот этой арабской вязи создаются вот эти картины. Это арабская письменность, она тоже еще имеет и изобразительное значение. И на стенах вот мечети можно вот эти вот шамаили увидеть. Особенностью татарской народной музыки является пентатоника. Это бесполутоновый пятиступенный лад, который, в общем-то, характерен не только для татарской музыки. Это есть и в китайской, и в корейской музыке, и даже в ирландской, и даже у русских композиторов. Примеры можно привести. Это пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из времен года. Вот, Рахманинов «Сирень», роман «Сирень». В западной музыке это Грик «Утро» для симфонического оркестра, для сюиты «Пергюнт». И вот устная традиция. Письменность появилась позже, и поэтому песни передавались устным путем. Поэтому существует многовариантность этих напевов. По поводу звонки, как я уже сказала, это самая лучшая часть, это золотой фонд татарской народной музыки. Поэт Сибгат Хаким, например, по поводу звонки сказал: «Песни всегда волнуют, повергают в печаль и глубокое раздумье». Самые лучшие татарские песни и самые любимые, наверное, это «Алюки», «Зеляюк», «Тавтиял», написанные на слова Габдуллы Тукая. Их исполнять, конечно, трудно, и орнаментики научить, если не трудно, то, может быть, даже и невозможно, потому что это в человеке это сидит или нет. Очень часто это встречается у людей, которые воспитывались вот в деревне. Это как-то передается генетически. И даже в голосе вот эта орнаментика присутствует, то, чего, в общем, научить, я считаю, невозможно. И вот еще одна прекрасная песня, относится к типу звонки, это «Бедриатал». Если кто-то был на концерте этой Альбины Шагимуратовой, она включила эту песню в свою программу выпускного экзамена в консерватории. Изумительное исполнение, а потом пела она на концертах, когда приезжали татарские концерты сюда, в Москву. Вот «Бедриатал» сейчас прозвучит, это акапелла, акапельное произведение, без аккомпанемента. Исполнит Надежда Игнатьева, это у нас замечательная будущая певица, с прекрасным голосом, с прекрасным знанием татарского языка и вот этой вот интонации «мы», которая в ней присутствует. Пожалуйста, Ниночка. Cool.
когда мы играли, я забыла назвать, что исполнялось. Вы знаете, здесь прозвучали такие песни. Туфтиял, Берлиган, Хамдия, Ромаль, Алмагач-Лаве, Сибиря-Чаща, собака. Получилось у нас такая сюита из татарских народных песен. Но мы продолжаем разговор о татарских песнях. Сейчас без перерыва прозвучат 3 татарские народные песни: Сибиря-Чаща, Идей Субуйлап, Марфуга и Ромай. 4 песни. Исполнит у нас Данис Баталов. Пожалуйста, Данис. И аккомпанирует Неля Галиева и Ляйсан Хакимова, наша скрипачка.
основе татарской народной музыки развивается дальше профессиональная. И первым толчком таким серьезным и мощным побегом был Султан Габиши. Ну, говоря о том, о связи профессиональной музыки с народной, хочется привести цитату Михаила Ивановича Глинки, который сказал: «Музыку создает народ, а мы, композиторы, аранжируем». Ни у одного народа нет такого, чтобы профессиональная музыка сама по себе существовала. Обязательно корнями является народная музыка. То же самое и в татарской. Поэтому, говоря о роли Султана Габиши, вот на снимке, это редкий снимок вообще-то, может кто-то потом посмотреть, вот самый первый слева. Я не буду приводить даты рождения, смерти, но скажу просто по векам. Это рубеж 19-20 века. Султан Габиши был из очень такой даже аристократической семьи, очень образованный для своего времени, очень эрудированный, и даже не только в татарской культуре, но и мировой. Но он не получил специального музыкального образования, но зато он очень многое сумел охватить. Это прекрасный композитор, музыковед, публицист, педагог, хоровик, исполнитель, фольклорист, музыкально-общественный деятель. И, наверное, вот такой первопроходец нужен в любом деле. Он дал возможность раскрыться таланту Сары Садыковой, Гульсум Сулеймановой, тогда была такая певица, я немножко потом о ней скажу, Мансуру Музафарову. Сара Садыкова и Гульсум Сулейманова были непосредственно его учениками. Говоря о композиторской деятельности Султана Габиши, можно отметить, что он был автором первых татарских опер. Это оперы «Ишче» и «Сания». Правда, это был коллективный труд. Кроме Габиши, свой вклад внесли Василий Виноградов и Газиз Аль-Мухаметов. Вот. Дальше он пишет музыкальные, драматические спектакли, правда, они не сохранились. Можно назвать его инструментальные произведения, вальсы, марши, пьесы. Есть у него ряд песен, например, «Татаркозы», «Пикник» и другие. Вот одной из статей, да, он всегда, создавая музыку, тяготел опять же к озунки. Вот таким замечательным образцом музыки Габиши является «Какук», «Кукушка». Песня написана в духе народной, она не является народной, а композиторская, написана в духе народной. И первой исполнительницей была Гульсум Сулейманова. Люди старшего поколения помнят ее голос. Я вот, это совпало с моим детством, я тоже слышала, как поет Гульсум Сулейманова по пластинкам. Тогда были вот патефоны, пластинки, и вот эту именно песню я слышала в детстве. Я сама была свидетелем, как там друзья моей бабушки собирались у этого патефона и слушали, затаив дыхание. Это было вообще какое-то обожествление этой песни. Вот. И в деревнях, например, тоже собирались в обеденный перерыв у черной тарелки репродуктора, и всегда в это время передавали песни татарские. Среди них была Гульсум Сулейманова. Но потом эта песня вошла в репертуар татарского государственного ансамбля песни и танца. И когда я сама вот сибирячка, иркутянка, туда часто приезжали артисты из Казани. И это был вообще для татарского населения большой праздник. В филармонии эти концерты проходили. И вот этот ансамбль татарской песни и танца исполнял вот эту песню. Это было хоровое исполнение. Запевал солист, и хор не то что подпевал, он создавал фон и дополнял, создавал вот иллюзию 3D. Вот как в фильме, кинофильмы бывают на переднем плане, и там сзади еще что-то. Вот такая вот объемность этой песни была. И вот эту песню я разыскала. И как мне показалось, ну, мне захотелось, по крайней мере, переложить ее для фортепиано и сделать вот такое вот объемное какое-то произведение, как бы немножко хотя бы приближенно напоминающее пение солиста и хора. Я сейчас вам ее исполню.
такая поэмность ощущается. И кроме того, если говорить о Мон, мне кажется, вот в этой песне именно в хоровом исполнении Мон присутствует сначала до конца. Салих Сайдашев – следующий продолжатель профессиональной музыки. Мы говорим о связи профессионалов с народной музыкой попутно и как эта народность преломляется. Это первый татарский композитор, который поднимает татарскую народную музыку на профессиональный уровень. Это первый классик, основатель татарской профессиональной музыки. Он композитор, дирижер, пианист. И первый из татарских композиторов получил профессиональное образование. Закончив Казанскую музыкальную технику, он поступает в Московскую государственную консерваторию, в татарскую студию. После окончания он возвращается снова в Казань. И надо сказать, что это его дом, его общение, это был круг самых интеллигентных людей той эпохи. Он общался с великими людьми. Он встречался с Тукаем. Тукай очень любил слушать, как он играет, особенно люки. Потому что Тукай сам отличался очень тонким слухом, и он был большим ценителем народной музыки. Затем с ним общался, то есть с Салихом Сайдашевым, Бакюр Манчи, драматурги Тази Гизат, Карим Чинчурин и другие. Говоря о нем как о композиторе, я отмечаю, что у него есть множество разных жанров, все-таки в центре внимания и центром притяжения является музыкальная драма. Он написал более 50 музыкальных драм. В тесной связи с театром, с великими драматургами и, в первую очередь, с народной музыкой. Известное самое его произведение – это «Зангар Шаль», «Голубой платок», но переводить не буду, «Сүнган Йылдызлар», «Башмагым», «Накандре», «Наемщик» и много-много других его музыкальных драм. Издан трехтомник только его произведений. Это материал для изучения и непочатый край и сегодня. Музыкальная драма изначально была национальным жанром. Вот в этом вся и ценность, в отличие от оперы. Она рождена на основе татарского драматического театра и связана с татарской драматургией, а также с татарской народной музыкой. Поэтому музыкальные драмы, близкие народу, принесли большой успех композитору, и это стало причиной такой феноменальной любви к Сайдашеву. И этот интерес к музыкальной драме не ослабевает и сегодня. Говоря о связи с народной музыкой, тут можно привести множество примеров, но я чуть-чуть только скажу, что цитаты, вот эти народные песни, Сайдашев вводил в свои музыкальные драмы. Например, Апипа, Казан Сильгесе, это в Казан Сильгесе, музыкальной драме, Куасканаты, Мадина Кай, Сүнган Йылдызлар. Или же он создает свои тоже духи народных, например, Хушаулам из Кузляр, Бибисарай из музыкальной драмы Хусейн Мирза и другие. Сайдашев, моя тема, она заслуживает особого разговора, особого времени. И в рамках данного вечера это сделать просто невозможно. Но главное здесь, нужно подчеркнуть следующее. Гениальность Сайдашева в том, что он создает музыкальные драмы как исконно национальный жанр. Ну, по аналогии с такими собственными жанрами и у других народов есть особенности. Если западноевропейская музыка дала миру только инструментальную музыку, то родиной оперы является Италия и частично Россия. Здесь была развита духовная музыка, более того, придворный театр существовал, и опера отсюда и появилась. Поэтому природа уже была заложена в истории народа, в ее культуре. У татарского народа была исконной национальным жанром музыкальная драма. Поэтому, когда мы говорим, почему здесь вот такая любовь народа к музыкальной драме, опять же, это на уровне генетики. Но здесь в советское время, в общем-то, насаждались в культуре европейские ценности, европейские нормы, в том числе и оперы. И, можно сказать, принуждали, заставляли композиторов писать оперу. Сайдашеву было, видимо, очень тогда тяжело, да и он и понимал, что нужно что-то такое сделать, явиться плотиной, преградить путь к распаду музыкальной драмы и в то же время быть в ладу с высшими властями. Он нашел эту золотую середину. Каким образом? Создавая свои музыкальные драмы, вводит европейские приемы, оперные приемы, арии, дуэты, хоры, увертюру.
обновляет оркестр новыми инструментами, обновляет музыкальный язык, пентатонику, гармонии, в связи с фольклором, с массовой советской песней, и даже привлекает музыку других народов, крымских татар, например, албанскую музыку. Как сказал Глинка, он породнил узами законного брака национальную песенность с европейской профессиональной музыкой, в том числе русской, в том числе с революционным фольклором. То есть, по-другому, соединил Запад и Восток воедино. И обеспечил будущее и татарской музыки, и принес славу и себе, и народу. И сегодня особенно как-то произошла переоценка ценностей, какое-то время он был в забвении, но сейчас интерес к Сайдашеву очень высок. Примером тому, что открыли музей в Казани Сайдашева, отмечаются его юбилеи, по крайней мере отмечались, создаются музыкальные произведения, посвященные Сайдашеву, например, Ренат Никеев «Сайдашстан», это пьеса для фортепиано. Затем Монасып и Миргородский создают 2 приношения, Обязов, превратившийся в песню для инструментального ансамбля. Вот, создаются стихи, создаются стихи о Сайдашеве. Вот, например, сегодня прочитано было отрывок оттуда Равиля Файзуллина. Нури Арслан пишет стихи, Сибулай Хаким и многие другие. Изваяли его скульптуру и маску мраморную, автор Садри Ахунов. Вышел кинофильм, его показывали, называется «Мон», режиссер Беспалов и Рубцова. Публикуются статьи о нем. Несколько статей были и моих вот в журнале «Казани», здесь, в Москве. И вот я говорю о юбилеях. 110-летие юбилея широко отмечали здесь, в Москве, в апреле 2011 года, где играл татарский симфонический оркестр под управлением Фуата Мансурова. Это был вообще праздник души. Там звучали основные произведения Салиха Сайдашева, присутствовал его сын Альфред. Тогда же был проведен нашим музыкальным центром «Аяс» вечер, посвященный Салиху Сайдашеву. Он назывался «Музыкальная душа татарского народа». Ну, говоря о его произведениях, можно много говорить и много исполнить. Сегодня прозвучат 2 вокальных произведения «Балакуш», «Птенец» и «Адрян Дингес», «Адриатическое море». Эти песни были навеяны албанской музыкой. Сайдашев записал от албанских студентов в Казани эти мелодии, но они очень красивые. Вот. И исполнит Данис, опять Данис Баталов, Гульнас Ханова у нас будет играть на виолончели, Леся Кайкаева, пожалуйста, и Надежда Гореева. Первая песня «Балакуш». Что? Потише фортепиано. Очень грубый инструмент. Yeah.
Прозвучит также два инструментальных произведения Советской даже. Мелодия для виолончели и фортепиано и анданте для скрипки, виолончели и фортепиано. Мелодия.
Следующим этапом развития профессиональной музыки явился Мансур Музафаров. Музафаров, ну это целиком, вернее, а начало и середина 20 века. Он умер в 1966 году. На основе народной музыки можно говорить о нем с большим правом, может быть, даже чем в отношении остальных композиторов, других. Специальное музыкальное образование он получил в Московской консерватории. На этнографическом и дирижерском факультете он учился. Затем возвращается в Казань и работает в театре композитор, на радио музыкальный редактор, в консерватории он преподаватель. Центральное место в творчестве Музафарова занимают обработки народных песен. Их более 100. Если у других композиторов это было эпизодически, то вот это творчество занимает центральное место. Вот, и он, как садовник, удобрял почву и улучшал качество корней. У него большое количество обработок. Это громадная творческая лаборатория, где он сохраняет традиции озунки и в то же время вносит какие-то изменения в фактуре, в мелодии, в гармонических красках, сохраняя все это, проявляя при этом вкус, высокий профессионализм и мастерство. Обработки у него для голоса и фортепиано, для инструментов, и большую часть составляют хоровые обработки. И вот эти обработки легли в основу репертуара татарского ансамбля песни и танца. И там вот лучшие произведения — это Алюки, Эрбет, Сакмар, Салкан-Чишма. В доступной форме для академического певца он записывает эти песни, потому что с голоса научить, я уже говорила, это очень трудно. И какая-то вот основа для певца, который к этому не привык, все-таки это было большим подспорьем. Он создает также много оригинальных сочинений, какие-то сохранились, какие-то нет, но среди произведений две оперы были: Галия Бано и Зульхабира. И очень много, да, у него были симфоническая музыка, и ансамблевая, и детские пьесы. Но очень такой, тоже я бы сказала, золотой фонд — это песни его. Например, песни по ягоды Жиляк Дюранда на слова Мусаджалия, песни девушки на слова Ахмета Ирикея, Сайра Сандугач, Садрим, автор Садрим. Вообще, если говорить о стиле Музафарова, это смесь, это сплав авторского, затем разных народов, и, конечно же, он усвоил тоже классиков и зарубежных, и русских, и все это переработал в новое качество. Можно здесь остановиться вот на таком моменте, что у многих композиторов присутствует в произведениях тема природы. Воспевание природы, воспевание леса, ручья и особенно голосов птиц. То ли это кукушка, то ли это... Больше всего, конечно, соловей. Вот в татарской музыке соловей — это синоним мам. Да, у многих, да, вот у Сайдашева соловей из музыкальной драмы «Родина» и у Манасыпова, Алмаза Манасыпова, тоже сегодня эта песня прозвучит. И, конечно, это всеми любимый Рустам Яхин, Китма Сандувач. А в русском варианте больше всего известно это Алябьев соловей. Вот в том смысле соловей — это мам, этому, именно этой мысли посвятил свое стихотворение Фанис Ирулин «Сандугач ясын кем курган». Мы сейчас прочитаем, все переводы это мои были. Фанис Ярулин. Сандугач ясын кем курган. Сандугач ясын кем курган. Урманда микан ул, кырдамы, нилерден үрілген икән улыя. Гөлдәнме, әлласын жырданмы? Сандугач ясын кем күргән? Җирдәме, әлласын күктәме? Ул ыя бишекне болытлар, җәй буе тибрәтеп йөртәме? Сандугач ясын кем күргән? Нидерәк икән улыя? Ни өчен нәпнәми бу кышка? Урманга сыймаслык моң сыя. Сандугач ясын кем күргән? Әйтегез миңа шул кешене. Ул ыя моңнар түшәлгән, халыклар йөрәге төслеме? Сандугач ясын кем күргән? Кто видел гнездо соловья? Где оно? В лесах или в полях? Из чего сплетено то гнездо? Из цветов или песен оно?
Кто видел гнездо соловья? На земле, в небесах, где оно? Или как люльку летней порой баюкает тучи и вор? Кто видел гнездо соловья? Где? Какое оно? Не пойму. Почему в малой пташке вмещается то, чему тесно в огромном лесу? Кто видел гнездо соловья? Назовите его. Из красивых мелодий, коль свито гнездо, то народному сердцу подобно оно. Соловей, где свивает гнездо? Видел кто? Сейчас прозвучит на эту тему песня. Сейчас, минуточку. Да, песня Мансура Музафарова «Сайра Сандувач» на слова Садри. Исполняет Надя Игнатьева, пожалуйста. XX век целиком был посвящен Саре Садыковой. Я говорю по продолжительности жизни. Певица и композитор. Закончила Московскую консерваторию, Татарское оперное отделение. Она пела в Москве, затем в Казани, главную партию в опере Жиганов Качкан, затем Башмачки, Файзи Эшче и Санья в первых русских операх, Золотой петушок, арию, партию, вернее, Шамаханской царицы. И, конечно, она была прекрасной исполнительницей Арьяби Соловей. Народную музыку она пришла через исполнительство, через оперу, а также через Султана Габеши, Салиха Сайдашева и Музафарова. Дело в том, что у Султана Габеши она пела в хоре Казанского педагогического техникума. И вот тогда Султан Габеши обратил на нее внимание и посоветовал учиться. А с Салихом Сайдашевым его тоже судьба связала с Сарой Садыковой. Значит, он не успевал написать музыку к музыкальной драме Кандры и поручил арию Фариды
Сары Садыковой. Она настолько успешно с этим справилась, что Зарих Сайдашев как бы дал ей путевку вот к этой композиторской деятельности. Поэтому Сара Садыкова известный композитор. Мало того, что она написала музыкальные драмы, там «Белый колфак», «Зайтунгель», по Санбаеву, музыкальные комедии, песни любви и женихи, но песня была в центре внимания. И, конечно, она так же, как и все остальные композиторы, выбрала в себя все лучшее из народной музыки, в первую очередь, из всего этого выросла. 3 сборника песен на слова башкирских и татарских композиторов: Сибгат Хахим, Мустай Карим, Назар Наджми, Хасан Туфан. Вот были те авторы, на чьи стихи она писала свои песни. Это песни о обычном человеке, о его жизни, о родине, о труде, о победе в Великой Отечественной войне. Значит, конечно, это здесь и природа, и любовь, и разлука, все в музыке это есть. Но известные песни, все знают ее, наверное, прежде всего по песне «Джидыган Чишма», затем «Кэтам Сине», «Читылер Чаксам», «Уфа Казан вальса». И вот 2 песни сегодня. Я еще хочу сказать, что у нее музыка настолько напрашивается на инструментальное исполнение, настолько она фактурная, настолько она глубокая, объемная, что вот мы решили исполнить 2 песни «Язмыш, Язмыш», «Судьба» и «Кайта Устарнала» вот в таком инструментальном варианте. Сейчас пока прозвучит.
вершиной развития татарской профессиональной музыки можно считать творчество Алмаза Манасыпова, Фарита Яруллина и, конечно же, Рустема Яхина. И сегодня мы затронем чуть-чуть хотя бы одно произведение Резиде Хияровой. Я считаю, это очень талантливый композитор, заслуживающий особого внимания. Значит, если говорить в целом об этом поколении, современном направлении композиторов, то можно их как бы найти общие черты. Не отрываясь от народных истоков, особенно от азанки, и сохраняя свою индивидуальность, они создали музыку более высокого интеллектуального плана. Это более высокий этап даже по мастерству и по степени сложности, по профессионализму. Алмаз Манасыпов в 1925 году он родился, он где-то умер в 2000-х, по-моему, годах, потому что мы его в Москве застали. Вот это очень оригинальный композитор, у него свой интересный индивидуальный почерк, яркий. Дважды выпускник Казанской консерватории, он композитор, виолончелист, дирижер, преподаватель. Сначала жил и работал в Казани, а потом в Москве. И многие его помнят. И вот здесь, в Москве даже, живя, он был в постоянном поиске. В музыку татарскую он внес много нового, обновил жанры. Те, которых вообще не было, можно сказать. Это не просто симфония, а симфония-поэма, не просто драма, а опять же симфония-драма. Концертина, серенада для скрипки. Почему он создает, и с чем это связано, вот это усложнение? Дело в том, что героем теперь становится современный человек со сложным внутренним миром переживаний и стремлением к идеалу, и с преодолением конфликтности. Его героями становятся Габдулла Тукай, Муса Джалиль. Поэтому можно говорить о его музыке в плане глубокого психологизма, философичности и высокого такого эмоционального напряжения, экспрессии. Он усложняет музыкальный язык, и еще для него характерна связь с восточной музыкой. И вот эта вот такая терпкость какая-то в музыке, все время такая пикантность такая восточная ощущается. И такого однозначного решения народной музыки, обращения к каким-то простым песенным формам и каким-то таким интонационным комплексом однозначным, у него определить трудно, как и у других композиторов вот этого поколения. Для него интересна древняя архаика, древние архаические пласты народной музыки, баиты, мунаджаты и по-прежнему звонки. Прослеживается связь человека с землей в его творчестве, с природой, с родной деревней. Поэтому вот такие вот лучшие произведения, симфония драма Муса Джалиль, вокально-симфоническая поэма в ритмах Тукая, очень интересное произведение. И среди песен это Туган Аул, Сандугач Жерсуза. Вот еще одна песня «Соловей» сейчас прозвучит. Алмаз Манасыпов, Сандугач Жерсуза. На слова Айтуганова, Лебеба Айтуганова. Пожалуйста, Надя. Без
Особо стоит сказать о Фариде Яруллине. Фарид Яруллин всего лишь прожил очень короткую жизнь. Это начало середины 20 века. Это талантливейший композитор советского периода. Он навеки остался молодым и бессмертным. Почему? Потому что он выпускник Московской государственной консерватории и уже автор ряда произведений в разных жанрах. Это пьесы для скрипки, соната для виолончели, симфония первая часть, ряд вокальных произведений. К началу Великой Отечественной войны в возрасте 27 лет сменил перо на боевое оружие и без колебаний встал на защиту Отечества. И в самом начале войны, в 1943 году, он погиб на поле боя. Его жизнь, полная творческого созидания, трагически оборвалась в самом расцвете сил. А сколько бы он еще мог написать опер, симфоний и других произведений. И вот его имя высечено на почетной доске золотыми буквами в Доме композиторов в Москве. Но он успел создать, вот венцом его вот этого короткого творчества, явился балет «Шурале». «Шурале». И этим он обессмертил и себя, и татарскую музыку. И это был первый татарский балет. Золотой фонд татарской и мировой музыкальной культуры. Это произведение известно широко. Оно было поставлено еще в советское время в Москве, в Ленинграде, тогда Санкт-Петербург, Ленинград назывался, и в союзных республиках почти во всех. А за рубежом это в Болгарии, в городе София. Балет «Шурале» – вершина музыкального творчества Советского Татарстана. Это любимое, популярное произведение многих и, самое главное, глубоко национальное. Основой вот обеспечили этот успех балету замечательная поэзия Тукая, поэма «Шурале». Либретто написал Ахмед Файзи, а удачную драматургию и сценическое воплощение сделал Леонид Якобсон. Вот. Предпосылками для татарского балета явились татарская национальная хореография и танцевальные сцены, музыкальный драм Салиха Сайдажев. То есть уже такая почва была закреплена. Вот в области балета сказка Тукая «Шурале», мы говорим, что это сказка сама по себе, шедевр, золотой фонд, но своим творчеством Габдулла Тукай ее апоэтизировал, еще поднял на более высокую ступень. Но здесь авторы ввели какие-то элементы из других сказок и даже новых героев. Такая, например, является дева-птица Сюмбика. И на фоне фантастических и бытовых сцен развертывается событие. Борьба деревенского парня Балтера с лесным чудовищем Шурале за обладание прекрасной Сюмбика. Все заканчивается победой Балтера, а Шурале и лесная нечисть погибает в лесном пожаре. И, как любая сказка, заканчивается победой добра над злом. Вот самым главным героем является Шурале. И поэтому и называется балет «Шурале». Сейчас прозвучит отрывок из одноименной поэмы Габдуллы Тукая. Sizning esingizga tushirib ketgan poemadan uzuklar. Naq qozon ortida bordir bir avul qirlaydilar. Jırlaganda ki üçün xalqları jırlaydilar. Ul avulni hiç unutmayım. Her yağı urban idi. Ul yeşil ulan bulunlar hatfeday yurgan idi. Zor mu deysen zor tugul o. Ul avul dik kichkina. Halkının içken suğu da dik kichkina, inişkina. Şunday aylı Матуркиште bu avuldan bir jigit ketken ormanga, otunga yalgızı bir at jigit. Tez barıp jetken jigit işke tutungan bargaç yok. Kise başlagan otunna balta bilen tuk. Jaylı tılış Maturkişte bizden ormançı ise alnı, artını, oңны, soңны bilmişe otun kise. Baltası kulda işten biraz jigit tuktap tura. Tukta şu yemsiz tavuşla elle narsa kışkıra. Siskanıp bizning jigit qatıp qala oyak ura. Anlamasdan karşısında eller indi yot göre. Narsa bu? Qoşqın mı? Jin mi? Ya ürek mi narsa bu? Kut işarıgıç bik kilişsiz eller indi narsa bu.
Бурны кәпкә керә, бүгілген бір тамақ қормақ кебей. Түс түгіл, қоллар аяқлар да бұтақ тұрмақ кебей. Яп-яланғаш, нәп-нәзік, ләкин кіші түслі өзі. Урта бармақ бұйлығы бар маңғайында мүгізі. Қоллары бик кәкірі түгіл, түз-түзін, тик келішсіз, әр бірсі де ярты ашынан ұзын. Шурәлі бәйтінің іштәлігі қысқаша шулай. Музыкасын тыңдаңыз. Ну, это я только вот еще портрет самого Шурани. Чур, кто это? Кто пред нами? Вор, разбойник, черт, беглец, страшный, мерзкий, безобразный. Кто ж пред нами, наконец? Длинный нос, согнутый в крючье, руки, ноги, словно сучья. Из глазниц его глубоких свет струится злым огнем. Как увидишь, страх берет, не только ночью, но и днем. Гол, как сокол, тощий, бледен, как будто человек стоит. Толщиною в средний палец, как палка, рог на лбу торчит. Пальцы острые, прямые, на руках его больших, но размером каждый палец подлиннее, чем пол-аршин. Да. Вот. Ну, конечно, в музыке балета, в балете самое замечательное, наверное, все-таки, это музыка. Она настолько поэтичная, настолько эмоциональная, искренняя, наполнена яркой образностью и глубоким лиризмом, красотой мелодии. Вот, и поэтому интерес к балету Шурале не ослабевает и сейчас. Это второе дыхание, вторая жизнь музыкальных номеров, потому что эта музыка звучит и в переложении инструментов, и ансамблей, и даже оркестра, и фортепиано. Сейчас, да, я хотела сказать, что вот заканчивается балет, может быть, даже не заканчивается, но где-то к концу звучит дуэт Былтыр и Сюмбика. Это апофеоз любви, это победа добра над злом, торжество добра. И этот номер сейчас вот прозвучит в фортепианном варианте.
Рустем Яхин – это самый, наверное, наш популярный, самый любимый композитор. Прожил тоже, вот он родился в 1921, умер в 1993 году. Прожил долгую жизнь. Я его, например, помню, слышала, как он играет, видела я его в свое время, да, когда училась. Вот это композитор высочайшей пробы. Он совершенство, я бы сказала, татарской профессиональной музыки и способный конкурировать на мировом уровне. Сохраняя основы народности и опираясь на все достигнутые музыкальной классики, с предшественниками, он все это переплавил еще в более новое качество, в более сложное качество и создал свою музыку. И здесь даже трудно, пожалуй, найти откровенно, вообще о цитатах речь идет, а даже о каких-то конкретных интонационных комплексах, идущих от народной музыки, где это все было вот именно в сплаве. Рустем Яхин – выпускник Московского музыкального училища, затем консерватории. Он возвращается в Казань, преподает в консерватории и с 50-х годов занимается только творчеством. Надо отметить, что его музыка самая романтичная. Ни у кого, пожалуй, нет вот такого эмоционального накала. Здесь можно провести аналогию, в первую очередь, с Рахманиновым. Да, с Шопеном, Шубертом, и с ним могут, с его романсы могут даже конкурировать с Чайковским, с Римским-Корсаковым. Из западной музыки это Лист, Шуберт, Шуман. Надо еще отметить то, что Рустем Яхин первый пианист, притом концертирующий, среди композиторов. Интересно то, что вот такое сочетание композиции и исполнительства, это редко кому, я бы сказала, даже посчастливится иметь такое. Потому что он создает музыку высокого, высшего уровня пианизма и может эту музыку сыграть сам, потому что сам такой пианист. Вот это редкое сочетание. Как композитор Рустем Яхин новатор. Он впервые в татарской музыке создает новые жанры, сонаты. У него для фортепиано, для скрипки есть концерт для фортепиано тоже и для скрипки, сюиты, поэмы. Есть прекрасная поэма для скрипки и фортепиано. Как мы тоже это преподнесем вам, наверное, найдет, если и сам сыграет, да? Вот. Романтические миниатюры, прелюдии, вальсы, экспромты, музыкальные моменты. И, конечно, это множество его жанров, которые все очень любят. Ну, еще раз говорю, что вот особенно у него заметна вот такая вот очень опосредованная связь с народной музыкой. Вот. При всей демократичности он отталкивается от высоких образцов профессионального искусства и сам создает такое высокопрофессиональное искусство, такого же качества. Он еще более смелый, чем предшественники, обогащает свою музыку средствами русской, западноевропейской музыки, импрессионистов, романтиков западных XIX века. Вот такой качественный новый сплав в татарском фольклоре объясняется, опять же, новым, сложным, многообразно утонченным видением композитора окружающего мира. Теперь его герой еще более высокоинтеллектуальный, более сложный внутренне. И поэтому еще больше психологизма, конечно, наверное, у Рустема Яхина. Вот эти качества особенно ярко проявляются в его романсах. Его романсы в основном это мир юношеских восторгов, порывов, трепетной взволнованности, все вот они такие, или там элегичность, мятежность, порой драматизм. Его романсы широко популярны, потому что даже на конкурсе певцов, это 10-й конкурс певцов имени Глинки, из 13 участников из разных стран включили, 13 из всех включили в свой репертуар романсы Яхина. Лучшие романсы Анталмим, я называю только малую часть, просто что вот сейчас на памяти. Анталмим, забыть не в силах. Кугалимде яс, в душе весна. Это вообще, я сказала татарский, аналог весенней воды Рахманинова, да? Да, есть еще Гендез Маминовичем, не срывается что для меня. Дима Стенде, это мой любимый романс, тоже прозвучит сегодня. Вот, и, значит, вот сегодня вы услышите сейчас по порядку Анталмим, забыть не в силах, на слова Нугмана исполняет Надя Игнатьева. Я не буду заново повторять, наш ансамбль, он перед вами, он все время участвует. Потом прозвучит Дима Стенде над Демой, на слова Беккола. Данис поет, и Кумулим Даяс, он же споет. В душе весна на слова Насирим. Вот.